Селям алейкум, я Сибия Бибулаева, и вы смотрите Ерлап Огрен, интерактивный проект изучения языка по песням. Ерлап Огрен переводится как «учись и пой», а пока вы поете, я покажу, как создается наш проект. Создание проекта состоит из нескольких этапов. Это встреча с артистами, выбор репертуара, репетиции, записи в студиях, редактура, съемки, в общем, много съемок. И сегодня очередная. Если вы с нами, тогда подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и на наш YouTube-канал. Не забудьте поставить колокольчик, а также пишите в комментариях, каких исполнителей вы хотите слышать в наших проектах. Селям алейкум. Как вы? Отлично. Боевой настрой включен? Отлично. Какую песню сегодня записываем? Сегодня записываем «Дерелер Шума-Шума», национальная крымско-татарская песня. Люблю эту песню. Вот, обсудили уже детали этой песни, я думаю, потихонечку можно приступить к записи. Фатма готова? Я всегда готова. Ну все, начинаем. Поехали! Сегодня пришла очередь песни «Дерелер Шума-Шума». Эту песню я услышала еще в детстве, так как ее очень любит моя семья, родители, мой брат. И давно хотелось записать ее, качественно записать, не только для всех слушателей, а именно сделать приятно своей семье. Сегодня мы с Фатмой на студии записали песню под названием «Дерелер Шума-Шума». Это старинная крымско-татарская песня, национальная, народный фольклор. Также хочу отметить, что аранжировку делал Эмиль Ага Меметов с ансамбля «Хаят», а моя задача состоялась в том, чтобы записать качественный вокал, сделать сведение и мастеринг. Я считаю, что получилось очень круто. Селям алейкум, это проект Ерлап Огрен от Джанлы Радио, и с вами я, Сибия Бибулаева. Ерлап Огрен — это проект для тех, кто хочет выучить крымско-татарский язык, а учить мы его будем с помощью крымско-татарских песен. В помощь нам как народные, так и авторские композиции. Сегодняшний наш выпуск посвящен изучению новых слов и выражений на основе песни «Дерелер Шума-Шума». Давайте слушать и учиться вместе. Дерелер Шума-Шума. Дерелер шума-шума, нелер кельды башима. Дере — это горная долина или балка. В нашем случае к слову дере присоединяется аффикс лер, который образует множественную форму — балки. Дерелер — балки. То есть мы теперь знаем, что для образования множественного числа в крымско-татарском языке к слову нужно прибавить аффикс лар или лер. Например, дерс — урок, дерслер — уроки. Мектеп — школа, мектеплер — школы и так далее. Кельды башима. Башима кельмек — это устойчивое выражение, но для начала разберем каждое слово по отдельности. Первое слово баш. Первое значение — это часть тела человека. Второе значение — это глава. Например, башында турмах — быть во главе. Кельмек — прийти, приходить. Глагол, который обозначает движение. Противоположное ему — кетмек — уйти, уходить. То есть кельмек — это прийти, приходить, кетмек — это уйти, уходить. Башха кельмек — приключиться, случиться. О хадар беля башима кельды. Столько беды пришлось на мою голову. Итак, мы разобрались. Башина кельмек — это приключиться, случиться. Да, нелер келеджек, бусев далы башима. Да, еще не следует его путать с союзом и. Например, о да келеджек, он еще придет. О да келеджек, он тоже придет. Бусев далы башима, севдалых, любовь, влюбленность. Также любовь обозначают такие слова, как севг и ашх. Севдалы прилагательное образованное от слова севда и обозначает влюбленный. Деревья
Дере ирмахлы дере. Ахма на филе ере. Ирмахлы – прилагательное, образованное от существительного ирмах – ручей, то есть имеет значение ручистый. Также следует отметить, что в крымско-татарском языке можно образовывать прилагательные путем присоединения аффиксов «lı-ли». Например, ель – ель, ветер – ветреный. Ахма на филе ере. Ахмах – течь. Ах – повелительное наклонение. Лейся. С помощью аффикса «ма» образовывается отрицательная форма. Ахма – не лейся. Ахма на филе ере. На филе – зря, тщетно. Также у этого слова есть синоним. Синоним слова на филе – бошуна. Бошуна – ограшмах. Стараться зря. Alda ketmeni deri aman yarem olduğu yere. Алдакет мені дере аман ярем олдығы ере. Алдакет, алмах. У этого слова есть множество значений. Брать, получать, принимать, заимствовать. Также это слово используется в значении покупать. Сатын алмах. Покупать. Алдакет дословно переводится «возьми и увези». В контексте нашей песни, конечно же, «увези меня». Алдакет мені ярем олдығы ере. Отвези меня туда, где моя возлюбленная. Аффикс «м» обозначает принадлежность. Ярем – моя любимая. Ер – это место, земля или местность. Ярем олдығы ере. Предлагаю от начала и до конца прослушать песню «Дерелер шума-шума», а заодно повторить и закрепить выученные сегодня слова и выражения. А я с вами прощаюсь и напоминаю, подпишитесь на наш YouTube-канал, оставьте свои комментарии, поставьте лайки, делитесь с друзьями, а также ждите новых выпусков Ерлап Огрен. Коруш Кенче, увидимся! Dereler şuma şuma neler geldi başıma. Dereler şuma şuma neler geldi başıma. Daha neler gelecek aman bu sevda. Yarem olduğu yere aldak etmeni deri aman yarem olduğu yere. Dereler taşsız olmaz, kızlar yaşmaksız olmaz. Dereler taşsız olmaz, kızlar yaşmaksız olmaz. Sevdalık çekenlerin aman gözleri yaşsız olmaz. Sevdalık çekenlerin aman gözleri yaşsız olmaz. Sevdalık çekenlerin aman gözleri